Здравствуйте, меня зовут Рауза Султанова. Я искусствовед из Казани. Не претендуя на исчерпывающую полноту, я предлагаю совершить краткий экскурс в художественную культуру татарского народа. Архитектура Татарстана имеет многовековую историю и развивалась в формах профессиональной монументальной архитектуры и народного деревянного зодчества. Периоды существования Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства в XVIII веке, начале XX века сложились национальные черты татарской монументальной архитектуры. Она была представлена такими типами зданий, как мечети, медресе, мектебе, дворцы знати, мавзолеи, караван-сараи, бани, базары, жилые усадьбы и другие. Многие из этих зданий представлены лишь в материалах археологических раскопок. Некоторые из них сохранились в полуразрушенном состоянии. После завоевания Казани строительство татарских каменных культовых и гражданских сооружений возобновляется лишь со второй половины XVIII века в связи с царским указом о терпимости всех вероисповеданий. В городах России с татарским населением, проживающим в отдельных кварталах типа махалля, возводятся каменные мечети, духовные школы, частные особняки знати, духовенства, торговые сооружения. Они строились по проектам приглашенных в основном русских архитекторов, в той или иной мере сохранявших в планировке и декоративном убранстве характерные черты татарской архитектуры. Рядовые застройки были деревянными, одно- и двухэтажные дома, богато украшенные орнаментальной резьбой. Архитектурный талант народа раскрылся в сельском деревянном зодчестве, убранстве татарского жилища. В каждом ауле сложился свой особый колорит, свой образ оформления жилых домов и мечети. В отличие от соседних народов, татарский дом всегда нарядно и ярко окрашивался. Применяемая цветовая палитра отражала близость к культуре восточных мусульманских народов. Многокрасочность, то есть полихромия, проявляющаяся и в других видах татарского искусства – вышивке, ткачестве, узорной мозаике из кожи, ювелирных украшениях, составляет одно из ведущих художественных средств. Она формирует декоративный ансамбль интерьера дома, создает в нем духовно-эмоциональную среду. Оформление татарского дома использует сочетание белого, синего, голубого, бирюзового, зеленого, желтого, охра, приглушенных оттенков красного цвета. В такой гамме раскрашиваются ворота, плоскости деталей фасада, фронтонные ниши, оконные наличники и карниза. С середины XIX века, когда стены домов начали обшивать досками, применяется система полосатой раскраски в цветовых контрастах: белый-голубой, зеленый-голубой, зеленый-желтый, белый-зеленый и другие. Такая многоцветная раскраска придает ансамблю татарского дома яркую живописность и красочность. Не случайно татарский дом уподобляют кукольному дому, то есть курчак-ие. Многоцветное оформление экстерьера порождало ансамбль с разнообразным убранством интерьера. В нем создавалась эмоционально выразительная среда, отвечающая национальным представлениям о красоте и домашнем уюте. Скромная и удобная мебель, нары, всякие низкие столики, сундуки, стульчики, лавки вдоль стены, детские колыбельки, резные шкафчики, медная и деревянная утварь, яркие декоративные ткани. Избе, разделенные занавесями чаршав, выделялись локальные пространственные зоны. Углы в помещениях закруглялись тканями. Прямоугольные плоскости, места стыковки стен и потолка драпировались. Над окнами вдоль матиц и стен по потолку протягивалась кошага, то есть подзоры. Простенки между окнами украшались вышитыми полотенцами, сельге, тастымал.
На полу и на сяке расстилались войлочные и безворсовые ковры и дорожки. Через перегородки, не доходившие до потолка, перевешивались молитвенные коврики на мазлык. На сундуках и длинных стульчиках складывалась свернутая на день постель, обычно накрываемая вышитым покрывалом. Для убранства и интерьера была характерна теплая красно-белая колористическая гамма с контрастным сочетаниями желтого, синего, голубого, зеленого цветов в деталях. Гармония достигалась контрастным сопоставлением крупных цветовых плоскостей, занавесей, паласов, намазлыков, покрывал для постели и других, и мелких шамаилей на стенах или ляуха в качестве деталей, акцентирующих общую идею целостного пространства. Поясню, шамаиль – это настенные панно с кораническими арабскими надписями, а ляуха – настенные панно из ткани, тоже с изречениями из Корана. Их вешают дома как обереги. Традиции оформления жилища во многом определили специфику искусства резьбы по дереву. Мастера варьировали древнейшую технику трехгранно-выемчатой резьбы с наиболее распространенной, присущей кочевой традиции техникой накладной глухой и контурной резьбы и с появившейся в конце XIX века пропильной резьбой. Резной орнамент жилища характеризуется традиционным кругом мотивов. В виде солнечных сияний они представлены на плоскости фронтонов. Стилизованные изображения одной- и двуглавых птиц с распростертыми крыльями можно видеть в декоре наличников, солярные знаки и другие геометрические мотивы на полотнищах, столбах ворот и завершениях оград. Необходимо отметить, в татарском архитектурно-декоративном искусстве отразились геометрические узоры татарских безворсовых тканых ковров, половиков и вышивок, когда-то украшавших стены кочевых юрт. Бросается в глаза принципиальное совпадение колористической гаммы и общего стиля полосатых и зигзаговых мотивов в татарском ковроткачестве и стен в казанском и заказанском деревянном зодчестве. Произведения татарского декоративно-прикладного искусства заняли достойное место в мировом художественном наследии. Уникальными, не встречающимися в искусстве других народов являются татарская кожаная мозаика, украшение узорной обуви и бугорчатая филигрань в ювелирном искусстве. Они свидетельствуют о высоком развитии у татар традиций ремесленного производства и технологий в орнаментации. Самобытность народного декоративного искусства, как и в целом этнической культуры татар, обусловлена историческим и географическим положением территории. Татары занимают особое место как в азиатском мире, находясь в его западной части, так и в мире европейском, располагаясь в его восточной части, на границе исламской и христианской цивилизации, в зоне контактов тюркского, славянского и финно-угорского этносов. Многие столетия татары были посредническим звеном между культурами Востока и Запада, Центральной Азии и Восточной Европы. Их культуры раньше, чем у других мусульманских народов России, получили развитие такие виды западноевропейского искусства, как станковая живопись, графика и скульптура. Принятие в 922 году ислама включило татарскую культуру в обширный мир мусульманской цивилизации, под влиянием которой происходило формирование и развитие ее духовно-эстетических ценностей. Татарское искусство, как и искусство других мусульманских народов, развивалось в формах орнаментального, декоративно-прикладного и монументально-декоративного творчества. Стилевая направленность произведений была в рамках эстетических канонов исламского искусства. Собственно, этнические традиции отражали их влияние, формируя национальное своеобразие татарской культуры. В то же время многие навыки мастерства и технологии обработки материалов, принципы творчества восходят к степной, кочевой и оседло-земледельской культуре предков татар, древних тюрок, средневековых булгар, кипчаков и золотоордынских татар. Яркая художественная палитра татарского искусства, достижения в области техники декорирования, орнамента
и колорита оказали заметное влияние на творчество восточноевропейских, среднеазиатских и кавказских народов. Татары освоили все основные виды декоративного и прикладного искусства, будь то убранство монументальной архитектуры или народного жилища, комплекс национального костюма или художественный ансамбль интерьера, оформление обрядов, празднеств. Такие виды искусства, как узорное ткачество и ковроделие, вышивка, золотное шитье, резьба по камню и дереву, кожаная мозаика, тиснение, художественный металл и ювелирное искусство, каллиграфия и шамаили. Напомню, шамаили – настенные панно с кораническими арабскими надписями. Они раскрывают перед нами веками выработанный комплекс образных и художественно-технических средств. Развитие татарского декоративного искусства претерпело периоды подъемов и спадов, было связано с расцветом и падением тюрко-татарских государств эпохи Средневековья, влиянием капиталистического производства в XVIII – начале XX века, социалистической идеологии и государственной плановой экономики в XX веке. Развитие было связано как с крестьянской средой, так и с творчеством ремесленников города, опиравшихся на народные художественной традиции. В современную эпоху с индивидуальным творчеством профессиональных и самодеятельных художников, отдельными еще сохранившимися формами народного искусства. Со второй половины XVI века завоеванием Казанского, Астраханского и других татарских ханств и включением их в состав Российской империи искусство татар могло развиваться лишь в формах народного творчества, поскольку городские ремесленные центры были разрушены, перестал существовать заказчик в лице господствующего класса. Исчезает архитектура и связанные с ней виды монументально-декоративного искусства, такие ремесла, как художественная керамика из-за выселения татар с мест добычи глины, обработка металла горячим способом по причине официального запрета, борсовое ковроделие, искусство каллиграфии и книжной миниатюры. И в целом прекращается производство высокохудожественных элитарных изделий. Традиции былых городских ремесел продолжают развиваться в крупных татарских поселениях полугородского типа, окружающих аулах. Периодизации татарского декоративного искусства этап с середины XVIII до середины XIX века относится к национально-классическому, а этап со второй половины XIX до начала XX века – к общенациональному. На этом этапе возрождается городское ремесленничество в местах общинного проживания татар в крупных российских городах. Это приводит к расцвету декоративного искусства, развитие которого происходило во взаимодействии со сложившимися традициями сельской культуры. Это способствовало созданию образцовых, так называемых классических форм, послуживших становлению общенациональных традиций в искусстве. В этот период складывается образцовый классический татарский костюм как комплекс традиционных компонентов одежды, ансамбль экстерьера и интерьера жилища, орнаментальный и колористический стиль в художественном языке искусства. Классические формы в татарском искусстве сложились на базе городской культуры татар Поволжья и Приуралия, которая, в свою очередь, сформировалась на основе этнокультурных традиций казанских татар. Центрами развития этой культуры были Казань и крупные аулы Заказания. На втором этапе, вторая половина XIX – начало XX века, отдельные виды декоративного искусства, развивавшиеся ранее в форме домашнего, городского и сельского ремесла, приобретают характер художественных промыслов. Это позволило выпускать массовую продукцию, наладить производство узорной мозаичной обуви, изделий золотошвейной вышивки, так называемый ичижно-колепушный промысел, войлочных и безворсовых ковров. Широкое распространение получило массовое производство таких предметов домашнего обихода, как медные кумганы, подносы, безворсовые войлочные ковры, которые наделяли интерьер татарского дома общенациональными чертами.
Со второй половины XIX века становление общенационального декоративного искусства происходило в так называемых стереотипных формах под влиянием критерия массовости. В художественно-эстетической системе декоративного искусства наряду с принципами мусульманского искусства проявилось влияние господствовавших в данную эпоху русских и европейских художественных стилей – классицизма, барокко и ампира, в каменном деревянном зодчестве, ювелирном искусстве, костюме, вышивке, ткачестве и других. Конец XIX – начало XX века связан с развитием промышленного капитализма, процессами трансформации мусульманской этнически традиционной культуры в светскую, европейски модернизированную. Влияние европейской моды приводит к исчезновению многих традиционных изделий, входивших в комплекс национального костюма, старинные украшения, отдельные виды головных уборов, одежды, обуви, создающих ансамбль интерьера, некоторые виды тканей, войлочные ковры, а также сложных дорогих технологий в ювелирном искусстве, бугорчатая, ажурная филигрань, зерень, чеканка, закладного и многоремезного ткачества и других. В то же время создавались предпосылки к становлению профессионального декоративно-прикладного искусства как самостоятельного типа художественной культуры, связанного с индивидуальным творчеством художника. Получили развитие общеевропейские стили, такие как модерн и эклектика, оформление костюма, кожаной мозаики, ювелирных украшениях, тканях. В начале XX века взаимодействие двух типов творчества, традиционного и профессионального, выступало как своеобразный синтез восточной и западной культур. Этот синтез и лег основу развития общенациональной культуры татар. Костюм, в отличие от других видов декоративно-прикладного искусства, связан с целым комплексом предметов, формирующих его ансамбль. Это одежда, обувь, головные уборы, изделия из металла, ювелирные украшения, аксессуары, сумочки, пояса. Главный принцип создания ансамбля татарского костюма – живописный. Подобно тому, как в ювелирном искусстве камни разного достоинства образуют единую декоративную композицию, так и в ансамбле костюма сочетаются разные по фактуре, цвету и качеству материала. Татарский костюм, как общенациональная форма одежды, сложился в середине XVIII – начале XIX века. Однако он формировался на протяжении многих столетий, сохраняя издавна присущий ему комплекс традиционных элементов. В его основе лежат форма древней тюркской одежды в виде традиционной свободной рубахи, кульмяк у мужчин и женщин, шаровара с широким шагом. Его дополняют камзол в талию, казакин, бешмет, чекмень и другие виды верхней одежды, а также заостренные кверху и закругленные головные уборы из войлока, меха и тканей, узорная кожаная обувь, которые просуществовали ансамбли костюмы до начала XX века. В национальный костюм вошли элементы одежды, связанные с мусульманской культурой, такие как чапан, жилян, чалма, широкие головные платки и другие. Их носили представители духовенства и знатных сословий. В ансамбль костюма непременно входят мозаичные из кожи ичиги на мягкой или твердой подошве, украшенные золотым узором бархатные туфли без задника на каблуке и без каблука. Ансамбль дополняет золотошвейные или вышитые тамбуром, рассвеченные жемчугом и бисером головные уборы. Завершающим аккордом в костюме являются ювелирные украшения из серебра в технике филиграни, чернения, гравировки, басмы и позолоты. Среди них, как самостоятельный элемент костюма, выделяются нагрудная перевязь, хасита, предназначавшаяся для ношения молитвы, вшитой в кармашек или вложенной в миниатюрную металлическую караницу, воротниковая подвеска якачалбара, которая одновременно служила застежкой для ворота платья, нагрудник изю, закрывающий разрез платья, поясная застежка на камзол, каптырма и другие.
Влияние европейской моды во второй половине XIX – начале XX века и развитие новых отраслей производства, изготовление фабричных тканей, химические красители внесли коренные изменения в костюмный облик. В женском костюме постепенно исчезают головные покрывала и являющиеся составной частью одежды украшения – хасите, изю. Более сдержанной становится цветовая гамма. Одежда освобождается от многослойности, фрагментов золотного шитья, аппликации и другого рукотворного декора, становится более функциональной. В ней нивелируются этнические, социальные и возрастные различия. Роль национальных стереотипов в костюме продолжают выполнять головные уборы, колфаки, тюбетейки, а также обувь, кожаные мозаичные очаги и туфли, отчасти ювелирные украшения, серьги, браслеты, ожерелья. Традиционный татарский костюм можно увидеть сегодня на театральной сцене, в постановках фольклорно-музыкальных коллективов. Он стал популярным и как форма одежды, в основном репрезентативной, праздничной и подарочно-сувенирной. Вышивка – один из самых массовых видов декоративно-прикладного искусства татар. Она используется в украшении одежды, бытовых и обрядовых предметов и выполняется из различных нитей ручным или машинным способом. Наиболее ранние из сохранившихся образцов вышивки в технике глади золотыми и серебряными нитями, сюжетными и орнаментальными мотивами датируются XIV – первой половины XV века. Подавляющее большинство старинных вышивок относится ко второй половине XIX – началу XX века. Сохранились отдельные музейные образцы конца XVIII века. Наиболее популярной у татар, как и у всех тюркских народов, была вышивка техники тамбура – эльмя, в региональных вариантах татарчигуа. Со второй половины XVIII века широкое распространение получила золотошвейная гладь – укалапщигу, выполнявшаяся золотой и серебряной канителью, шелковая или бумажная нить с накрученной на нее полоской металла. Для создания рельефного узора под нити подкладывали ткань или бумагу. Вышивка дополнительно украшалась витыми металлическими спиралями, трунцалами, блесками, бисером, жемчугом, пришивали бахрому, кисти, кружево. В конце XIX века получает распространение вышивка, исполненная петельным или ковровым шпом, купртыпчигу, эльмякляпчигу. В вышивках мастерицы использовали узоры цветочно-растительного орнамента, ленточной, букетной и сетчатой композициях, розеточных и шахматных построениях. Мотивы степного, лугового и садового происхождения – это тюльпаны, колокольчики, незабудки, маки, гвоздики, васильки, цветы шиповника, ромашки, астра, хризантема, георгины, пионы, роза, турецкие огурцы, гранаты. Часто встречаются стилизованные мотивы птиц, характерные для булгарского и золотоордынского орнамента трелесники, пальметта, розетки, вьюнки, интегральные спирали. Вышивка отличалась богатством цветового решения. В одном изделии могло сочетаться до 10-12 тонов. Популярными были голубые, зеленые, золотисто-желтые, фиолетовые, красные и белые цвета. Богатством узоров выделяются казан сальгысы, казанское полотенце. Это обрядовые золотошвейные полотенца казанских татар, получившие широкую известность своими высокими художественными качествами в регионах проживания татар – Волгоуралье, Сибири. Они дарились на свадьбах и, будучи дорогим элитным изделием, получили распространение в быту, в основном у городских зажиточных татар. Яркие, сложные по форме и декору казан-сальгысы обогащали интерьер татарского дома. Их развешивали на межкомнатных перегородках и простенках между окнами. Узоры на концах старинных образцов казан-сальгысы располагаются в виде широкой полосы и двух узких бордюров по ее сторонам. Характерным для них был мотив крупного цветочного букета, геральдической композиции, генетически связанный с мотивом древа жизни, символа плодородия и благосостояния.
Оригинальные татарские изделия, выполненные в технике ушковой аппликации. Узоры создаются из кусочков шелковых или атласных лент, которые пришиваются к поверхности изделия свернутым ушком или из кусочков ткани, сложенных по диагонали 2 раза. Получались рельефные элементы, из которых компоновались узоры в виде цветов, лепестков, перьев. Древним видом народного декоративно-прикладного искусства татар является изготовление узорной обуви с использованием уникальной техники кожаной мозаики. Техника каю от слова каймалау – оконтуривание. Узорные очаги делались обычно из высококачественного цветного софьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента. В местах соединения разноцветные частички кожи сшивались шелковыми нитями особым вышивальным швом, скрывающим места соединения кожаных фрагментов. Ичижное дело, как промысел, получило развитие в Казани и татарских деревнях Заказания в середине XIX века. Высокие до колен сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой изготовлялись из юфти, хрома и софьяна. Однотонные черные очаги носили главным образом мужчины. Праздничным вариантом женской обуви были узорные каюлы-щитек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики, характерные именно для татарской обуви. При внимательном рассмотрении на голенищах татарских сапог, в сложных сплетениях знаменитых узоров кожаной мозаики мы видим не просто круг или изображение сердца, а завуалированный древнейший сюжет, рассказывающий о зарождении жизни. Если развернуть так называемый грунт голенища татарского очага, получается изображение Тангры, тюркского небесного бога. Понятие «художественная культура» включает в себя многие виды искусства. Изобразительное искусство во всех видах и жанрах, литература, музыка, танец, архитектура, декоративно-прикладное искусство и другие. Я остановилась на таких ее важных компонентах, как татарский дом и татарское декоративно-прикладное искусство, знание которых, надеюсь, поможет вам создать современный национальный проект здания Татарского государственного театра имени Галиаскара Камала. Более углубленную информацию можно получить в рекомендуемой литературе.